Ассаламу алейкум, друзья! Этот выпуск будет очень масштабным, очень шумным, ну и интересным, потому что мы едем на завод. На завод по производству фиброцементных плит. Этот завод настоящий гигант. В год он выпускает 2 миллиона квадратных метров вот таких вот плит. Чтобы проще вам было представить, это 200 гектаров, ну или 280 футбольных полей. Мы пройдемся по всему производству, от заготовки сырья до конечного продукта. Вы посмотрите, как из обычных компонентов делается крутой фасадный материал, который меняет облик наших городов. Ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал. Тем более следующий обзор будет также на завод. Кетек. Мы с вами сегодня находимся на заводе Семей Кролос Материал Дары. Завод по выпуску фиброцементных плит. Завод полного цикла. В Казахстане этот завод, он единственный. Один из 5 заводов, которые есть на территории СНГ. Вы говорите, вот единственный завод в Казахстане. Насколько я знаю, допустим, кажется, в Астане и в Чимкенте есть такое производство. Нет, в Астане и в Чимкенте есть производство по окраске фиброцементных плит. А по производству именно самой подложки фиброцементной плиты это единственный завод в Казахстане. Чем-то отличается наш казахстанский завод, наш отечественный? Да, чем он лучше? На данном заводе применена новая технология Flow-On, передовая технология. Она новая, плиты выходят высокого качества. Мы уверены за наше качество и соответственно, мы даем гарантию на фиброцементные плиты 20 лет. 20 лет? На сегодняшний день ни один из заводов таких гарантий не дает. Прям на бумаге можешь подписаться? Мы можем подписаться в договоре, да, что мы даем гарантию на фиброцементную плиту 20 лет. 20 лет это круто. Да, и 10 лет на лакокрасочное покрытие. Самый сильно волнующий меня вопрос, сколько денег сюда вы вложили? Инвестиции в районе 5 миллионов долларов составили. 2,5 ерда, да, примерно? Примерно так. Давайте тогда посмотрим. Да, пожалуйста, давайте пройдем. Мы находимся в операторской заготовительного отделения. Здесь смешиваются все компоненты. Естественно, цемент, вода, песок, целлюлоза. 4 основных компонента, да? Здесь у нас автоматика. То есть вам, по сути, руками ничего не нужно делать, то есть все берется, подается автоматизированно. Все автоматизировано. Да? Сколько лет вы здесь работаете? 18 лет я работаю. 18 лет? Прям именно этим, да? Нет. 18 лет назад я главный не инженер. было. Вы главный инженер этого. Все, понял, хорошо. Спасибо, Дим. Все, хорошо. А сколько зарплата? У меня глаза хватает. Не жалуюсь. Это линия для фиброцементной плиты. Здесь типа она новая, поэтому потише, да? Здесь Нет, она не из-за этого тише идет. Уникальность в том, что здесь используется броня, сделанная из резины. Там чугунная броня. Именно когда мелящие тела попадают, он бьет, он подлетает те мелящие и разбивает песок мелко, порошок превращает. А здесь резиновая, поэтому здесь этого звука нет, да? Да. И отсюда вот с этой Отсюда поступает песок, да, по ленте подается именно, дозируется именно, там дозатор стоит. Там тоже стоит дозатор воды, который регулирует именно нужную нам плотность. Вначале вот песок пошел, правильно? Да. Потом что идет? Нет, только песок здесь. Здесь только песок. Здесь только песок. Цемент, песок, все это понятно, но вот целлюлоза. Цемент, песок, все понятно, но вот целлюлоза, что это такое, как она выглядит, мне вот интересно больше всего. Целлюлоза, это получается, волокна, правильно? Да. Она выглядит как картонка, я вот смотрел. И она сюда подается. Да, вот сюда подается. Видим, да, к сожалению. Именно вот такой вот один тюк, он весом 204 килограмма. По сути, как картонка она выглядит. Да. Это именно предназначено для именно фиброцементной плиты. Это не просто бумага. Это не просто. Она поставляется нам с Карелии. Именно из хвойных пород, выращенных в суровых условиях. Это не так и просто. волокна, да? Да. Потом через вот это рафинеры, это рафинеры измельчают ее. Потом уже готовая, вон те 2 емкости подается уже для подачи на производство. Вот она вот, готовая. Это целлюлоза. Короче, я думал, целлюлоза это какая-то коробка, обычные картонки, по виду. Смотрим, оказывается, прям специально для фиброцементных плит, то есть там все серьезно. Именно вот здесь у нас уже начинается формироваться накат. Это единственный в СНГ и в Казахстане наливной метод. Уникальный, вы говорите, а в чем уникальность? В других заводах как это делается? Это методом прессования, именно вот прессуется, это формируется. А у нас методом налива. Он распределяет равномерно все компоненты по всей ширине продукта.
соответственно, у нас нет пустот. И у нас не расслаивается у нас. Здесь еще дополнительные вакуумы стоят, которые уже окончательно высушивают. Он определенной влажности идет. Если он вот здесь, вот до вакуума у нас влажность 60, то здесь уже 40. Так, а за счет чего он сушит? Сушит, вытягивает, там стоят вакуумы, вакуум насосы, которые тянут Ага. воздух опять. А. Здесь решетчатая такая, стоит плита, Ага. вот эти, и он влагу вытягивает. А, он снизу его вытягивает. Да, снизу вытягивает ее. Ну, видишь, здесь... Видите, как вот здесь сразу видать? Вот отсюда начинается, вот, видишь, она такая влажненькая, а вот здесь уже, видишь, сухая. Сейчас он вот так собирает, лист готов будет, он сейчас его кинет, да? Да. Смотри. Да. Здесь у нас еще одно уникальное, это гидравлическая резка. Гидрорезка, да? Да, гидрорезка Ага. с помощью, с водой режется. Это и режет край он. А, вот она. Да, край срезает. Точность до миллиметра. Экологично, пыли нет. А, если диском, то Да, пыль если будет, диском пыль Ага. создается, там, нагрева нету. А. При нагреве тоже микротрещины образуются, невидимые, которые мы не видим. Вот этот, который он срезал, он сейчас сбросит ее. А, вот он. Вот он поднял, Вот он кусочек остался, это сюда подается, он да? должен. Каждый накат и каждый это, проклад Ага. для каждого слоя прокладка. А, вот он, смотри. Да. И вот он сюда подается. Слушай, уже интересно, блин, а? Молодцы. Наши тоже могут производить, оказывается. Прям, то есть, серьезный такой завод, блин. Честно, не ожидал. Еще поедем в Астану, там покрасочная у них линия. Гидравлический пресс у нас с общим весом 100 тонн. Ага. Если цикл он проходит, потихоньку по 200 килограмм Ага. прибавляется, и вот так он сжимает. Что это дает? Это дает нам, во-первых, мы излишнюю влагу убираем, потом толщину, которую мы хотим, плотность материала, схватывание всего и ровную поверхность. И что, прям реально влаг? А, вон, смотри. Да, Видно, вот. да? Вон, вода побежала. Уже 800 килограмм давления даем. Ain't gotta say it, I know I'm the one you like. Что нас отличает от других заводов по производству фиброцементных плит, это процесс автоклавирования. А, То есть на данном этапе производства фиброцементные плиты, они получают дополнительную прочность и плюс повышается производительность завода за счет того, что не надо плиту сушить в естественных условиях. То есть она за несколько часов плита уже сухая отсюда выходит. то есть вы объемы можете быстрее и больше Да, делать. да, объемы делаем быстрее. И самое главное это прочность Ага. плиты. А у других заводов нет такого? Что ли? У других заводов нету. Есть такое же производство на заводе Лата в России, и все. А, и все, да? Да. Остальные заводы, они сушат естественным путем. А, на солнце поставят и ждут, что Ну ли? да, вытаскивают, ставят, и она стоит, сушится. То А, есть вот так, да. это занимает много времени. А, ну да. Just one kiss. Не сисер наш жерде. Бұл лаборатория семей құрылыс материалдарының біз әрбір партиядан әртүрлі абразистар аламыз. Ол ударный вязкость, корабление, плотность, водопоглощение и изгиб болуы мүмкін. Және де басқа да абразистар басқа уақытта қалдыруы мүмкін. Белгілі бір уақыт өткеннен біз оны тағы тексергіміз келсе, соны тексере аламыз. Плиталар ол үйлердің сыртын қаптап тұрады. Сол кезде мысалы күн ыстық болды делік. Сосын күн ыстық болып тұрып жаңбыр жауды. Сол кезде ол майысып кетпей ме? Сондай качествосын анықтай Резкий аламыз. перепад температуры и влажности. Испытаниялар бізде әрбір партиядан өткізіледі и әр күні біз осылай есептеп отырамыз. Рахмет, тақылдап тұр. Наймансың ба? Жоқ, қондырбай. Loading, strap with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. Didn't wanna listen, but I told him one more time, yo. То есть, получается, она сюда вот подается. Здесь у нас печка, да? Да, Здесь еще вот досушивается, печка, да? она досушивается. И обратите внимание, вот она какая длинная, эта линия. Ага, о, Да. о, смотри, так вот. В конце линии она выходит уже абсолютно сухая. Там ее упаковывают и отправляют в окрасочный цех. Можно, да? Все. О, здесь можно погреться, но здесь замерз всем. Смотри. Веника Кельдер. Если в плите влага будет перед покраской, Ага. то потом с ней могут возникнуть проблемы уже на фасаде. Они горячие, как лепешки, реально. Вот здесь у нас линия торцовки и шлифовки плит. Это уже крайний процесс при производстве. Ага.
То есть она вот почти готовая, высушена. Да, то есть фиброцементные плиты до обработки, они вот так вот выглядят. Торцы Да. не обработанные, это после гидрорезки они вот такие. Поверхность плит еще не шлифовалась. Посмотрели весь завод, показали вам, закончили с семьей. Теперь летим в Астану, чтобы посмотреть лакокрасочный цех. Мы находимся в окрасочном цехе в Астане. Сразу вопрос, почему в Астане? Почему не в Семске не поставили? Ну, решение было принято из соображений. Во-первых, это надо было сократить сроки поставки для клиентов, чтобы быть как бы максимально удобными для клиентов. И, во-вторых, у нас 2 завода по выпуску фиброцементных плит. То есть продукцию с 2 заводов мы свозим сюда, у нас большой склад. Здесь всегда в наличии для клиентов мы держим объем. В кратчайшие сроки мы выкрашиваем и уже отправляем на строительный объект. Минимальный срок? Минимальный срок поставки у нас 10 рабочих дней. 10 дней, да? Да, 10 календарных, скажем, даже дней. Ага. Да. Максимальный это 40 дней. Это если уж совсем большой объем. Давайте смотреть туда. Қазір қарап тұрған оборудование ол вакуумдық укладчик дейміз оны. Италияда жасалған. Өзі автоматты түрінде конвейерге қояды біздің плиталарды. Келесі ужил біздікі ол шаң сорғыш. Плитаның бетін тазалайды, шаңын алып тастайды, кірін алып тастайды. Келесі міне мынау біздің маңызды бөліміміз. Газбен жұмыс істейтін пеш. Біздің плитаның бетін қыздырады, жақсы адгезия болу үшін арналған нәрсе. Плитаның бетін міндетті түрде қыздыру керек. Келесі этап ол плитаның астынан үстінен грунт жағады. Алковая машина дейміз оны. Сразу кеуіп қалады. Плитамыз қыздырулы болғандықтан, оған қазір келесі этапта міне біздің строительная машина Чефла деген итальяндық компания шығарады оны. Плитамызға краска жағылады. Сонда бізде 4 слой краска болады. Мына жерде 2 слой, мына жерде 2 слой. 2-2-ден. 2-2-ден. Оған краска беретін, ол бізде міне мынау Вагнер деген аппарат. Ол немістік компания болып табылады. Біздің кептіру бөліміміз 3 бөлімнен тұрады. Ол бірінші бөлім. Ішінде инфракрасный ИК лампа дейді, инфракрасный лампа. Жылумен кептіреді, және өзі лампа қуаттылығы өте көп болады. Астында көруге болады қызыл шамдар. Бірінші этапта міне плитаны қолмен ұстасақ, қолға уже краска жабыспайды. 80-90%-ға кепкен болып табылады. Екінші этап дәл жаңағыдай инфракрасный лампалар осы жерде орнатылған. Осы жерде көзбен көретін боласыз. Келесі мерзім мынау алковая машина. Астынан лак жағады. Астынан жағады. Астынан жағады. Ол не үшін істелінген нәрсе? Стена мен фасадтың арасында ауа жүріп тұрады. Ол ауаның мысалға дымқыл болуы мүмкін жаңбырда кезде. Арасы ылғал болуы. Сондықтан мынау плитаның әр жағынан ылғал кірмеу үшін біз оған лак жағамыз. Бұл біздің лагымыз арнайы осы ғана жасалған лак. Ресейде шығарылады осы лак. Ол жай өзімен өзі кеппейді. Ол тек қана ультрафиолеттік цветтің арқасымен ғана кепіледі. Және мынау біздің үшінші этабымыз кептіруіміздің үлкен машина. Ішінен ауа үрлейді. Сонда соңғы этапымыз басында ол плитаны конвейерге қояды, ал дәл мынау осы уже алады. Сонда алғанда мынау плитамыз дайын болып табылады. Мына жерде бізде өзіміздің ОТК-мыз бар. Плитаның астына лак бар, үстінен уже кебілген, қолға жақпайды. Арасына осындай материал, вспененный полиэтилен дейді. Міндетті түрде осыны жағу керек. Тексереді. Мынау приборымыз міне, бұл спектрофотометр дейді. Заказчиктарымызға мысалы әртүрлі түсті плиталар бармайды. Ең бірінші конвейерға түскен плитамен ең соңғы плитаның айырмашылығы бәрі бірдей болады. Сол үшін бізде ОТК-мыз тексеріп отырады. Ну и почему же фиброцементные плиты сейчас пользуются таким большим спросом? Для этого давайте немножко углубимся, вспомним 2000-е годы, когда вот на всех фасадах использовали алюкобонд, керамогранит, да, помните? Очень много случаев, когда керамогранит начал падать с большой высоты. Сам керамогранит очень хороший материал, но ее подконструкция показался не очень безопасной, ее поэтому запретили выше 4-го этажа, использовать керамогранит нельзя. Сейчас уже 25-й год, и за это время, то есть технология очень хорошо шагнула вперед, появились возможности, технологии, которые могут производить большие плиты. К чему и пришли фиброцементные плиты на замену керамогранита. Во-первых, удобно. Большие 3-метровые плиты вы закрываете быстрее, фасад делается быстрее, удобнее. Во-вторых, приемлемая цена. Ну и в-третьих, качество. Если вы досмотрели этот выпуск до конца, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий. Буду ждать.